Раней яны толькі гралі ў футбол. Зараз вырашылі зрабіць свой чэмпіянат. І перад імі паўстаў увесь горад. Короче, сейчас мы вот пытались немножко размяться. И як? Ну, ты же видела, как у нас все получилось. Игра очень не слажена. Защитники не знают, что делать. То есть они смотрят на мяч, они не смотрят на противника. Вот. Понимаешь? А кто перемог? Тут никто не перемог, тут просто разминка обычная. То есть мы пришли сегодня, разогреваемся. И вас прогнали? Нет, нас не прогнали, мы просто проиграли, 2 мяча пропустили. Вот, и поэтому сейчас мы отдыхаем 10 минут. До 2 следующих мячей. Короче, рассказываю про идею. Никто не поймет ответа, да, ну рассказываю, потому что на самом деле было вот лето, да, и мы вот сидели где-то на лавочке, там на районе у нас, либо возле Сухарей, либо вот тут вот в нашем Задрыщенске. Лава, подожди ко мне. Лава. Да, сидели на лавочке и... Ну, сидеть это плохо, да, вообще. Надо двигаться. Мы же молодые, вот, и решили, да, кстати, классное слово, мы же молодые. Вот, и решили, надо чем-то заняться, вот. А спорт это вполне нормальное дело, в котором можно себя попробовать. Но как-то давно-давно мы проводили футбольный турнир. Даже, кстати, помню, ты был там, да? Вот. Вообще футболистов торкнуло, их было много, и мы решили, что надо сделать так, чтобы торкнуло весь Минск от нашего турнира. Вот. Короче, у нас получилось, сейчас мы проводим 2-й сезон, он классно проходит, потому что участвует море команд. Уже участвовало более 50 команд, а в прошлом году более сотни. А вот у нас стаканов там забыли, они, по-моему, важны. Вот, а ты их можешь встретить возле Нового дворца? А они там не были еще ни разу, на той коробке. Ну давай тогда, ты подойдешь? Ну вот, а сейчас они отсюда выйдут. Кто заберет? Разклейка абвестак дае магчымасць дваровым камандам даведацца пра турнір. Вот, в общем, первый турнир, в котором мы участвовали, был осенью 2005 года. Тогда, наверное, он еще «Забей» даже не назывался. Тогда у нас команда называлась «Спорцем». Пришли первый раз, собраны были на скорую руку. Волновались очень сильно, первый раз, да. Команда более-менее так сыграна, но некоторые люди выпадали откровенно из состава. Вот, но вышли на поле, появилась уверенность, заиграли. Ну, то есть самое интересное у нас был матч, когда мы выиграли 7-1. 7-1, да. Если мы выиграли чуть больше, я не знаю, что сделали организаторы, потому что организаторам не было предусмотрено, что там может быть счет больше 7. Не было только 7 цифр. Мы решили поэтому. Да, мы решили уже больше. Вот. Это было первое воспоминание. Так, ну прошел, в принципе, тогда турнир довольно удачно, мы довольны своим выступлением, где-то не повезло, что-то не получилось, но начало было положено. Ну, как бы, проблема в чем? Проблема в том, что народ тяжело оторвать от дивана, конечно. Есть какое-то количество людей, которые фанатеют по футболу, есть какое-то количество людей, которые нуждаются в общении. Вот мы надеемся, что так или иначе они все будут у нас. Схема у нас, в общем-то, простая. Мы расклеиваем объявления по дворам. Все желающие могут принять участие в наших мероприятиях. Вот. Возрастной ценз у нас 16-23 года. К сожалению, больше мы не можем просто физически организовать игры.
мы и так находимся на некотором пределе. Поэтому кто желает попробовать себя в футболе и попадает в эту возрастную группу, он, в принципе, всегда может нам позвонить и принять участие. А как можно зарегистрировать команду? Зарегистрировать команду можно, позвонив на мой телефон. Он есть на сайте www.zabi.info. Либо, опять-таки, его можно узнать из объявлений, которые клеятся периодически под подъездами нашего города. Перед кожним турніром проходить жеребьовка команд. Хорошо идти. Да. Адреналин есть. Гули-гули. Есть. Так, Олимпия. Респект. Минск Юнайтед. Все, кто не капитаны, шаг назад сделайте. Стой. Тут адреналин. Так, короче, ознакомьтесь с правилами. Это лучше сделать до. Держи. Так, кто еще не знает? Я читаю. Только посчитайте потом. Хорошо, после жеребьевки. Самый главный критерий это, ну, я думаю, вы знаете количество человек, да? Все взяли, да? Адреналин. Ладно. Короче, собирайтесь. Дайте возьму, ну дай мне. Так они все одинаковые. Себе. Все взяли. Теперь возьмите ручку у кого-нибудь из соседей и запишите все поля, которые там необходимы. Мне удобно писать. Я боюсь. Как, на ваш взгляд, развивается турнир там, Ну, я могу сказать, что развивается хотя бы потому, что на сайте в рубрике «Подписка» все время написано количество человек, подписавшихся. И он, надо сказать, эволюционирует. Так, сначала, помню, там человек 17, сейчас уже последний раз видел 85 человек подписки. То есть это те, кто постоянно этим интересуется, желает участвовать. И хотя бы взять то, что не в каждом чемпионате так легко поучаствовать, когда уже и заявки не принимают. Короче, запоминайте. Субботня раніці команди збираються і розходяться по полях. Так, Ідэя нарадзілася вельмі даўно, яе прапанаваў не я, але я падхапіў яе, мне спадабалася гэта, і пачалі рабіць нейкія крокі да таго, каб зрабіць свой жаночы турнір. А надвор'е не пужае? У футбол гуляюць пры любым надвор'і, і мяне асабіста яно не пужае, не ведаю як дзяўчын, але гуляць будуць усе. You're so fine, I want you, mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you
жаночым футболам. Гэта галіна футбола, якая належыць толькі мне. Я гэтаму зараз займаюся, знайшоў сабе намесніка, і зараз мы гэтым займаемся. Гэта вялікая любовь да жаночага полу? Не, гэта па-першае, таму што жаночы футбол на захадзе гэта нармалёвая справа, гэта нічога ў гэтым няма такого нечага новага, і гэта не патрэбна здзіўляць насельніцтва наогул, і хацелася зрабіць нешта сваё тут на Беларусі, што хоць крышачку будзе адпавядаць заходнім узроўням стандартна. А як поспехи у арганізацыі жаночага футбола? Я думаў, што гэта будзе горш, але зараз тое, што мы ўжо зрабілі, гэта ўжо шмат. Мы знайшлі каля 8 каманд, прычым яны не ўсе з футболу, ёсць і хакей на траве і астатнія віды спорту. Акрамя гэтага ёсць дзяўчынкі, якія ніколі не гулялі ў футбол, але прыйшлі сюды атрымаць новыя ўражанні, атрымаць нейкія новыя пачуцці і гэтак далей. А вообще вот турнир «Забей» вас сплотил как-то как команду, там стали больше общаться? Ну да, конечно, это командный дух это объединяет, особенно во время игр. Просто есть команды, просто кричат друг на друга, там психуют, нервничают. У нас настолько все сладко, я сам себе удивляюсь. Блядые дома, брудные улицы, районы, калужи, цеглы, камені, яны не выпустят з полону. Такі, што зоны краяві для іх добра вядомы. Бестоми, ідуть уперед, чужі прокльони. В очах гона, ламаючи страх. Перемоги пак предказує ворогам крах. В їх руках чорно-білий, красується стяг. Корпорліці у себе на стадіоні, це на виїзді в гостях, шує жах. Знашити в наших руках, логотип на грудях. Визначає їх шлях, зриває дах адреналіна. У бок не зроблять кроку, ідуть побач плішок, лишо як войны вам року. Пошла насупраць, блещат чужие в очи. И что с того, мы ведаем, что мы герои сегодняшней ночи. Кружуем руки, весь час допереду крошим. Без перемоги, домой вертаться мы не хочем. Черный, белый, черный, белый, колер их сердца. Черный, белый, колер их місця. Черный, белый, колер их хлюбу. Колер, якого я ніколи не забуду. Черный, белый, колер их сердца. Черный, белый, колер их місця. Черный, белый, колер их хлюбу. Колер, якого я ніколи не забуду. Коли мовчить стадіон, гэта не значит, что мовчить сердце. Яно б'ється, і нібито з усяго смяється. Фанаты не здымаюць ружи, колер не мяняешь. Шмат году уже под стягом гэтага им не поправить. Никому не отнять историю их перемоги. Бо этой команде отдали свои почуття многие. Одно их бизнес и политика, другое гонор их. Яны не згодные с тем, что конечно клуб не быта здесь. Знак для их это и ружа. Ці кольоры клубу, усялякие паперки яны посылают с дубу. Верить в тое, что все будет добро, это их надея. Это тое, что часом рухае всех этих людей наперед. Можно все отнять, акрамя этой веры. В ультрасуском сердце клуб живе, але не на паперах. Это не помры ніколи, это их воля. Бо для их той клуб найвидатніший в футболі. Так, добре. Белый, черный, белый, колер их сердца. Черный, белый, колер их місця. Черный, белый, колер их хлюбу. Колер, якого я ніколи не забуду. Черный, белый, колер их сердца. Черный, белый, колер их місця. Черный, белый, колер их хлюбу. Колер, якого я ніколи не забуду. Черный, белый, колер их сердца. Черный, белый, колер их місця. Черный, белый, колер их хлюбу. Колер, якого я ніколи не забуду. Черный, белый, колер их сердца. Черный, белый, колер их місця. Черный, белый, колер их хлюбу. Колер, якого я ніколи не забуду. Реклама турнира хорошая была, то есть на каждом подъезде у нас висел а заявили меня в команду Тренируйте же каждую неделю. Ну да, после тренировки слегка попить. Вот мы сбились. В поле, решать эту проблему. Ну, тогда в зал играть, тогда
Ти у Першиню прийшов? Да, я пришел в Першиню. І як? Ось позвали, прийшов? Чи може самому так захотілося? Не, мне кажется, если самому так захотелось, меня бы так просто не взяли. Это меня позвали, и я очень рад, что меня взяли в такую команду. Я знаю, что они достигли каких-то успехов, и я, в принципе, доволен, что меня позвали. Вот так. А коли раптом, ну ось буде гульня серйозно, тебе покличуть. Ти згодишся? Конечно, мне очень приятно играть в таком коллективе. А футбол глядишь там по телевизору, здесь? Да, я считаю, что футбол — это самая великая игра в мире, и что если человек не смотрит футбол, это, я не знаю, я просто не понимаю таких людей. Вот так. Что скажешь? Ты жалуешься. Мы согласны играть вместе. Но вместе, команда не понял. Еще раз. Команди придумують різні способи, щоб удільничати у турніри ще і ще. Они играют за одну команду. Как это будут смотреть противники? Нормально. Замены команд. Замены две можно. Да. Давайте так вот, согласны. А команди-переможці крочать далі. Станция метро, там же, где сегодня встречались, в 9 часов. Будет плей-офф, да, 8 команд, четвертьфинал, полуфинал. Ну ось у нас суть здоровий лад життя. Ти сам не хотів поіграти? Чи ти гуляв коли-небудь? Играл в команду Верес. А чому зараз не гуляєш? Так сложилась ситуация, что А я ще погуляв? Здорово. Я ще гуляю, конечно. Ну, команду свою створити там. Побігати. Ну, это потом. Девушки, а за кого вы болеете? Веснянка, Веснянка. Веснянка лучше? Конечно. Лучше всех. А за кого болеешь? За Сферу. За Сферу? Да. А они прошли в полуфинал, да? Да. А что сейчас делаешь? Сейчас я заполняю анкету. Да. А, наша анкета. Да. Вот, пишу информацию о команде. Вольная. Ну, просто можно написать борьба, боевое искусство. Футболом много своей жизни дал. 10 лет футболу. Отдал свою жизнь. Серьезно, если честно. Пришел ли бы ты на концерт альтернативной музыки Минск Грипп? Да. Ты вообще ходишь на концерты в Минске? Нет. А почему пошел бы именно на концерт? Потому что альтернативно приходит. Почему тут Робби? Монитор. Ну, Даже 2.1 на вот, блин, дорогие, жалко денег. Это призы переможцу? Да.
закачивала футболистов. Зачем я это делаю? Ну, вообще, эта информация помогает нам в дальнейшем при организации. Вот можно много всего узнать там насчет их всяких идей, пожеланий, там, предложений. Вот. Ну и вообще, если мы будем как-то дальше развиваться, вот, они говорят часто что-нибудь полезное. Ну а так вообще я от этого быстро устаю, потому что с ними нужно очень внимательно разговаривать. Вот уже после 10 анкет я уже не люблю всех футболистов. Мы делаем «Забей-инфо», да, такой журнал. Тут можно все что угодно. Футбола тут очень мало. Хотя вот «Забей-инфо» это будет сайт, на котором рассылку будем делать этого PDF-журнала. То есть сначала он будет в электронном виде. Вот. Например, тут пишем про Хапун. Это наш дружественный проект. Про Пошек тоже дружественный проект. Ну, юбилей «Забей». У нас 17 июня будет год турнира. Вот. Пасля гульняў турніра каманды могуць праглядзець свае здымкі на старонцы забей.info. Малая 35. Малая 35. Креатив поздравляем. Кто-нибудь держит шапочку. Это супер шапочка для ждения. Давай, Саня. Ага, вытягивай второй. Так, Сквер Юнайтед. Капитан Ольга. Булдыри. Все булдыри. Какие 15%? Тусуем. Теперь я. Достаешь одну потом, хорошо? Бери все! Я вытягиваю. Эй, подожди, назад ты две вытянул. Назад. Ну, чем должен выбрать одну? Выбери одну. Там были мы точно. Первый раз были мы. Одну. Сейчас и мы. Опа, барабанная дробь. Сквер. Вот это лоб. And right now Babylon upon my case. People in the shadow, lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Вот, весь процесс организовывался не одним человеком, не двумя, не тремя. Это процесс организовывался достаточно большим количеством людей, то есть это 20-30 человек в турнире так или иначе участвуют. И вот найти конкретно какого-то
фиксированного организатора, ну или как там у нас спрашивают, какую мы организацию представляем. Мы не представляем никакую организацию, мы просто тусовка людей, которые вот что-то делают, и нагрузка распределена равномерно. Кто-то там афиши клеит, кто-то мячики надувает, кто-то там арбитражом занимается. Например, у нас около 10 арбитров, так или иначе участвуют в турнире. Кто-то берет нагрузку там по афишам, это тоже довольно значительный промежуток работы, который нужно выполнять, чтобы были новые команды. Это более там 500 объявлений на район. То есть это довольно серьезная работа, и другие люди тоже этим занимаются. Кто-то занимается сайтом. Вот ты спрашивал у Ян Беларусь, да, вот он время от времени подкидывает нам хорошую видеопродукцию. Такую довольно качественную в последнее время. Подкастики делаем, аудио. То есть нас можно услышать в аудио. Каждый месяц выходят передачи про то, что каждый месяц выходит передачи про то, что мы делали, вот, но вот в последнее время мы будем переходить от чисто футбольных новостей к более такому формату разностороннему, то есть вообще чем наша тусовка занимается, потому что вот тусовка занимается многими проектами, различными проектами футбола, только ну, такой один элемент. Вот, есть другие проекты типа городских ориентирований, городских пробежек и так далее. Вот, они интересные проекты, Пошук Хапун, вот, рекламирую. И думаю, что это тоже как бы часть нашей команды. Я не считаю, что это люди со стороны, и эти люди как-то, знаешь, где-то там. То есть мы друг другу помогаем. Дворовий футбол має своє життя і відбувається кожен день. Як команда називається? Команда называется «Адзурыни». Сразу нужно сказать, наша команда складається, ну, в основному чоловік 10 є, які гуляють з некой періодичністю. Тобто залежить від того, у кого є свободний час і жадання. Ну, частіше за все тут грали. Ну, частіше за все гуляємо ми з моїм братом. Егор. Олександр удільніший у другім турнірі. Ён приймав уділ у позачерговому турнірі у Соковику у залі. От, між нами кажучи, йому ще рановато удільнішість у ваших турнірах, бо рамки-то 16 год, а йому 16 буде тільки у жнивні. Ну і ось Апошний, хто Вот, застався? Апошний это у нас Лёва, Громила Лёва. Вельми надейный голкипер. Не, я что хочу сказать, ну, про нашу команду, что такая рыса отметная, что у нас есть два хороших вратаря, на самом деле, и один лучше другого. И поэтому у нас есть всегда смены. Да, на самом деле. И у нас нет проблемы, когда один не сможет, то есть другой всегда это не слабое место. Ну, а сам представься, пожалуйста. Меня зовут Родион. Сначала, когда мы решили все это начинать, я подумала, блин, это же столько районов, столько игр, столько команд. Я просто не знала, как вообще получится и смогу ли я это все выдержать. Потому что меня напрягало, можно так сказать, это общение с футболистами. Потому что по первому, ну, раньше, когда это был не турнир, а просто футбол, мне не очень понравилось. Потому что было, ну, очень так не сильно приятно, когда там все грубили, хамили, кричали, там ругались. Но в этом... И в этом сезоне, и в прошлом как-то все так... Или я просто привыкла, или просто оно стало на самом деле лучше, но
команды стали как-то более относиться и к организаторам, и к самому этому всему происходящему турниру более так нормально. И, ну, в принципе, приятно вообще что-то делать, и приятно, когда тебе за это просто говорят спасибо. То есть многие тоже спрашивают, зачем я это все делаю, зачем мне это надо, что именно мне интересно, так это оформление, так сказать, этого всего турнира. То есть все эти грамоты, все эти буклеты, календарик и так далее, это делаю я, и вот это моя фишка, мне это интересно. Розповідь, будь ласка, про тренування, коли вони відбуваються, ці час. Тренировки особый факт нашей команды. Они тяжело даже назвать тренировками. Мы обычно собираемся каждый свои. Допустим, мы с братом сами выбираемся, играем где, на 24-й школе в центре Минска. Есть, играем с своими какими-то, и разные команды выходят. Так, то есть, а именно своей командой я такого не помню, что мы собирались именно сами вот так вот. Да, ви з іншими командами, це були зустрічі, С іншими? тренировки. Ну, в общем-то, сейчас именно для этого собрались. А так, такого не было. Но хотелось бы, на самом деле. Я знаю, была такая идея, работает она на сайте, чтобы сделать контакты с командой. В общем, на самом деле хотелось бы с парень устраивать. Так. Давай! Какие? Понятно. Я тебя поздравляю. Еще третьего сезона. Тут мыслей много разных, но вот прежде всего мы сейчас начали женский футбол. Это такой вот риск-проект, потому что девушек, играющих в футбол, нету, а их, было бы интересно, да, развивать футбол не только пацанов, но там девушек. То есть вот в будущих планах это развитие женского футбола, более-менее такое, чтобы появлялись какие-то команды, приходили девушки-любительницы, то есть не надо, чтобы они были профессионалами, достаточно, чтобы они просто, им нравилось как-то проводить время, а не сидеть там за косметичкой там, или еще хуже за телевизором или за компьютером, да, вот, это первый нюанс. Еще такой рейс-проект, это пока никто не знает про это, вот, будем делать смешанный футбол, то есть девушки с парнями, такого еще не было нигде, вот, не знаю в какой стране, может где-то что-то похожее получалось, но мы рискнем вот провести пару матчей, потом может быть какой-то турнир по смешанному футболу. То есть наша вообще задача, цель или заточка самого турнира, вы не играете, например, для того, чтобы там какой-то профессиональный рост получить, да, вы играете для того, чтобы хорошо провести время и его провести не запомнить, да, что вот я играл там, я встретил кучу новых людей, я познакомился там с классной девчонкой или с классным парнем, и там, в общем, забей это круто, да, то есть я участвовал в турнире «Забей».